Здравствуйте, уважаемые ребята! Мы начинаем с вами наш урок русского языка в 10 классе. Тема – синонимия временных форм глагола. Сегодня на уроке вы вспомните, как глаголы изменяются по временам, как правильно определять времена глагола, особенности каждой временной формы. Научитесь употреблять в речи глаголы настоящего и будущего времени. А для этого давайте вспомним, что обозначает настоящее, будущее время глаголов. Настоящее и будущее время глагола – это непостоянный грамматический признак, который обозначает, что действие предмета происходит в момент речи, будет происходить после него. Время глагола – это грамматическая категория, которая выражает отношение действия к моменту речи о нем. В связи с этим глаголы изъявительного наклонения изменяются по временам. Настоящее время, например, «я что делаю?» «Я разговариваю». Будущее время, например, «я что буду делать?» «Я буду разговаривать». Глаголы прошедшего времени обозначают действия, которые совершались в прошлом, и отвечают на вопросы «что делал?», «что сделал?». Глаголы настоящего времени обозначают действия, которые совершаются сейчас, и отвечают на вопросы «что делаю?», «что сделает?». Глаголы будущего времени обозначают действия, которые будут совершаться, и отвечают на вопросы «что сделает?», «что будет делать?». Так, ребята, откройте, пожалуйста, свои учебники, найдите упражнение номер 1. Прочитайте текст, определите время глаголов. Старик и яблони. Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не съешь их, яблочко». Старик сказал: «Я не съем, другие съедят. Мне спасибо скажут». В тексте использованы глаголы прошедшего времени. Сажал – что делал, сказал – что сделал, сказали – что сделали, а также есть глаголы и будущего времени. Не съешь – что сделаешь, не съем – что сделаю, скажут – что сделают. Употребление глаголов настоящего времени. Ребята, давайте сравним предложения в двух столбцах. Мы идем на дискотеку. Я выглядываю в окно и вижу белку. Сегодня вечером мы идем на дискотеку. Я выглянул в окно и вижу: белка на дереве сидит. Ребята, обратите внимание на эти предложения. В русском языке часто бывает, что одно время глагола нередко употребляется в значении другого. В первом столбике глаголы настоящего времени «идем» и «вижу» обозначают действие в момент речи. Это прямое, основное значение. Глагол «идем» обозначает действие, которое совершится в будущем. А во втором предложении настоящее время глагола «вижу» означает действие, которое уже прошло. Ребята, следующее упражнение номер 2. Прочитайте, укажите глаголы в прошедшем времени. Это интересно знать. Слово «грамматика» произошло от греческого «грамма». Оно обозначает «буква». Грамматика – наука древняя. Она возникла 2500 лет назад в Греции и Индии.
Первым пособием был букварь. Его издал в 1574 году Иван Федоров. Проверьте себя. Ребята, в этих предложениях использованы глаголы в прошедшем времени. Произошло, возникло, был, издал. Глаголы в этих текстах обозначают действие, которое прошло. В одном из текстов вы встретили имя Иван. Иван Федоров – это один из первых книгопечатников, основатель первой типографии. На слайде вы, ребята, видите, как выглядели первые книги на Руси и самого Ивана Федорова, который у себя в кабинете работает над новой книгой. Упражнение 3. Прочитайте отрывок из поэмы Александра Сергеевича Пушкина. В нем описывается Полтавская битва. Полки ряды сомкнули, в кустах рассыпались стрелки. Катятся ядра, свищут пули, нависли хладные штыки. Сыны любимые победы, сквозь огонь окопов рвутся шведы. Волнуясь, конница летит, пехота движется за нею. Ребята, давайте обратим внимание на некоторые слова, которые встретились в этом отрывке. Прилагательное «хладное» – синоним слова «холодный». Прилагательное «хладное» – это устаревшая форма. Сейчас его почти не используют в речи. В основном мы говорим «холодный». Сыны – множественное число от слова «сын». Употребляется в высоком стиле в сочетании «сыны Отечества», «сыны Родины». Огонь – устаревшая форма слова «огонь». Вопросы и задания к упражнению. Первое. Найдите глаголы, которые показывают, что здесь описываются действия в прошлом. Второе задание. Укажите глаголы настоящего времени, обозначающие действия в прошлом. С какой целью они употреблены? Ребята, проверьте себя. В этом отрывке использованы глаголы прошедшего времени. Что сделали? Сомкнули. Что сделали? Рассыпались. Что сделали? Нависли. А также использованы глаголы настоящего времени. Что делают? Катятся. Что делают? Свищут. Что делают? Рвутся. Что делает? Летит. Что делает? Движется. Ребята, обратите внимание, глаголы настоящего времени помогают нам представить прошедшие события, действия яркими, живыми, как будто они происходят сейчас. Употребление глаголов будущего времени. Ребята, обратите внимание на примеры. Первое предложение. Я жду своего друга, он скоро выйдет. Значение глагола «выйдет» – действие в будущем времени. Во втором предложении. На улице прохладно. Солнышко то выйдет из-за туч, то снова спрячется. Здесь глагол «выйдет» обозначает повторяющееся постоянное действие в настоящее время. И третий пример. Старик не спал всю ночь. Он то выйдет на улицу, то опять вернется в дом. Здесь глагол «выйдет» обозначает повторяющееся действие в прошлом.
Ребята, обратите внимание, что в русском языке будущее время глаголов может также указывать на быстрые, неожиданные действия. Например, девочка сидела, да как заплачет вдруг. В степи было тихо, спокойно, да вдруг как налетит ураган. Заплачет, налетит. Глаголы обозначают неожиданные, быстрые действия. Поработаем с упражнением номер 8. Задание. Прочитайте предложения из произведений русских писателей. Найдите глаголы в будущем времени и определите их значение. Нередко и сама бабушка ночевала в саду. Принесет охапку сена, разбросает его, ляжет и долго рассказывает мне о чем-нибудь. Бывало, зайдешь в глухое место, сядешь на пень и думаешь. Подал ей Жилин назад кувшин, как она прыгнет прочь, как коза дикая. Герасим глядел, да как засмеется вдруг. Путь с каждым часом становился все хуже и хуже. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет отцарапает руки, мелькнет перед глазами. Ребята, проверьте себя. На слайде вы видите, в предложениях выделены глаголы будущего времени. Что сделает? Принесет. Что сделает? Разбросает. Что сделает? Ляжет. Что сделаешь? Зайдешь. Что сделаешь? Сядешь. Что сделает? Прыгнет. Что сделает? Засмеется. Что сделают? Наедут. Что сделает? Отцарапает. Что сделает? Мелькнет. Ребята, в этом упражнении употребленные глаголы будущего времени обозначают повторяющиеся постоянные действия в прошлом и настоящем. Следующее упражнение 9. Прочитайте пословицы о дружбе и коллективе. Подумайте, что они обозначают. Укажите время глаголов и их значение. Солнце не померкнет, народ не сломится. Одна рука и в море не вымоет себя. Одна пчелка немного меду натаскает. Не тот друг, что медом мажет, а тот, кто правду скажет. Над другом посмеешься, над собой поплачешь. Дружба, как стекло, разобьешь, не сложишь. Без беды друга не узнаешь. Крепкую дружбу и топором не разрубишь. Ребята, в этих пословицах использованы глаголы в основном будущего времени, которые указывают на действия, которые будут совершаться. Есть единственный глагол «мажет». Он у нас в форме настоящего времени. Ребята, вы прочитали пословицы и задумались, наверное, над содержанием их, над их значением. Значение пословиц, вы, наверное, знаете, что дружба дороже всего на свете. Хорошо иметь много надежных друзей, которые всегда протянут тебе руку помощи в трудную минуту. Ребята, следующая работа у нас творческая, и проведем мы ее в устной форме. Задание. Составьте предложение, употребляя глаголы в настоящем, будущем, прошедшем времени.
Посмотрите, пожалуйста, на слайды. Вы видите здесь разные времена года. Посмотрите, какая красота и как играют краски. Они прекрасны в любое время года. Ребята, проверьте себя, какие предложения у вас могли получиться. Зима – настоящая снежная королева. Она покрывает все вокруг пушистым снегом, доставляющим немало радости. Весной природа пробуждается после долгого зимнего сна. Появляются первые весенние цветы. Летние поля и равнины похожи на пахучую растительную скатерть, а леса играют буйными красками. Осенью природа невероятно прекрасна, ведь золотые листья, падающие с деревьев, создают удивительную атмосферу. Обратите внимание, какие глаголы были использованы. Глагол «покрывает» находится в форме настоящего времени. Природа пробуждается. Пробуждается глагол тоже в форме настоящего времени. Появляются тоже форма настоящего времени. Играют и создают. В этом тексте я использовала в основном глаголы настоящего времени. Ребята, наш урок подходит к концу. Давайте подведем итоги. Сегодня на уроке вы вспомнили, как глаголы изменяются по временам, повторили, как правильно определять времена глагола, определили особенности каждой временной формы, научились употреблять в речи глаголы настоящего и будущего времени. Ребята, я надеюсь, вся полученная информация поможет вам в выполнении домашнего задания. Дома, пожалуйста, еще раз просмотрите параграф 24 и сделайте упражнение 12. А я с вами прощаюсь. Всего доброго!